история становления и развития чеченского языка и чеченской литературы. Нохчибат литература наваттара ишкира элла царахлец амелдидой. Мне хотелось бы обратить внимание вот на какую проблему историки знают. Нам кажется, вот советская власть там, конечно, шлюзы открыла, развитие письменности, развитие литературы, школьной образовательной системы и так далее. Но иной раз нам кажется, что в дореволюционный период о нас почти ничего не писали. Это, конечно, неправда, мягко говоря. Потому что целые серии были посвящены Кавказу, сборник материалов для описания местности и племен Кавказа, томами. Этот сборник выходил. Сборник сведений о кавказских горцах, 10 томов в разные годы вышли, терские ведомости и так далее. То есть этих изданий периодических, регулярных было очень много. И там нас изучали со всех сторон. Даже в советское время очень щепетильно проводили перепись населения, но от такой детальности, как, допустим, в середине XIX века, я в этих переписях, я копался, но я там не находил этого. Столько-то дымов, столько-то домов, столько-то лиц женского пола, мужского пола, столько-то, извините, пожалуйста, ешаков, столько-то там лошадей и так далее. Буквально все описывали в середине XIX века. И вот когда мы говорим о Петре Карловиче Усларе, вот надо помнить период, когда он здесь появился. Вот первая его работа вышла в 1862 году, Досов там участвовал с ним. Это что за период? Период, когда в 1859 Чечня уже была завоевана, покорена. Покорена она не была, но была завоевана фактически, так? И в это время, очевидно, стояла проблема для устройства администрации, царской администрации здесь, на местах, на Северном Кавказе, чтобы меньше было проблем у российского престола здесь. И эти люди, они должны были давать какие-то рекомендации, и Петр Карлович Услар-то был сюда направлен, не просто сам он приехал, он был командирован русским императорским географическим обществом. И его задача как раз тоже была изучить край. Но, с другой стороны, эта проблема нас тоже очень устраивала, потому что о нас, если думали, как о людях, которые там только шашками махать умеют, у нас же была своя культура, агрокультура, культура быта, материальная культура, то есть чтобы о нас говорили не как о варварах, а чтобы мы имели возможность развиваться. То, что Услар описал чеченский язык, он 8 грамматик составил по языкам народов Кавказа, 8 грамматик. То есть он очень много успел сделать. Это был талантливый человек, в принципе. Но подход к изучению языков в тот период и сейчас, он немножко разный. От того, что Услар, там, Шифнер, Дир и так далее изучали чеченские и другие языки с точки зрения структуры, то есть имен существительных, прилагательных, там, видоизменений, этих временных форм, падежных систем, они не давали такого яркого представления о народе, как современная когнитивная лингвистика. Сам термин тоже меня немножко удивляет, когнитивная лингвистика, то есть познавательная лингвистика. А какая наука не познавательная? Любая наука когнитивная, в принципе. Ну, так она называется. Концептология, концептосфера. Добро, зло, мужество, долг, честь, родина. Вот если бы с этой точки зрения тогда изучали народы, там, конечно, о нас можно было бы, и о нас, как и о любом другом народе, можно было бы сказать очень много. Очень много. Сейчас этот подход уже имеет место, и это так называемый концепт
Но опять-таки термины. Вот у нас в России в моду вошло принятие любого термина, лишь бы он был не на русском языке. В первую очередь концепт. Что такое концепт? Ну, получается, родина. Что такое родина? Понятие родина имеется в виду. Но чтобы доказать, что концепт и понятие не одно и то же, тысячи статей написаны, которые говорят, конечно, концепт – это понятие, но не совсем понятие. Вот понимаете ли, там все-таки есть вот еще что-то такое. Словословие.